что, Валерий Батькович, как мы морды оставили с этими, с бородинским хлебом и маслом, и растительным маслом. 10 дней порядочно, стояла жарища. Там 2 дня плюс 30 доходило, а 1 день плюс 31, если метеостанции верить. Кошмар. Вода падала офигенно. Вчера дождь ливанул, надеюсь, хоть пару сантиметров поднимется. За жаркие дни, которые у нас тут постояли немножко, вода капитально падала, народ жаловаться начинал. А вчера целый день лило и чуть-чуть, по-моему, прибавило. Ну, осталось проверить, как нам дорожка будет. Поэтому решили проверить, как там караси попали. Да, может, уже и это, в морду не лезут. Я только одно ведро взял. Ладно, по секрету, салфановый пакет у меня еще есть. И у меня есть один. Ладно. Поехали, что ли. Ну, у нас мелкая вода, когда народ пугала. Тем более сейчас мотор приподнять можно и ехать дальше. Да. Ветер против течения, даже не знаю, это плюс или минус. Ну давай, помогай. Сейчас немножко на глубину отъеду. О, да тут глубина. Так, ну что, первая отмель. Где ехать-то было? Тут мелко. Вон там желто, близко, сильно блестело. Вода еще не пробила себе дорогу. Ну и ладно. Пока так. Прилично вода падала. Так. Самый надежный способ с самосплавом. Где ватует это в этом году? Так. Вот тут садиться, наверное, надо. Да. Ну.
бочка с травой. Разогнался. Как меньше тащи. Так, ну лодка стоит. Жди, пока мы придем. Ну, сегодня лось не пробегал. Медведь, интересно, съел или выжил, а? Ну, лосей нету следов. А тут какой-то мелкий след. Вчера в дождь бегал. Похоже на лису. Ну, бегает. Утром, когда я вышел, плюс 16, у меня градусник показывал. Ветер, блин, капитально. Ну, куртки оставили. Это на лодке холодрыга. А тут ничего. Надеюсь, не замерзнем. А, что тут замерзнем? Солнце светит. Ну, ветер в основном вверху. Внизу так себе. Легкий ветерок. Слушай, тут трава везде уложена. Тропы. Блин. Что тут? Стадо, что ли, собралось пожевать траву? Медведей, стадо медведей. Мама мия. Я вот забыл какого-то сентября, 14 что ли, сентября, они собираются стаями. Гон? Во всяком случае, по коме овчую волну. Да. Ну, надеюсь, цицы, это самое главное в наших условиях. Блин, туда и сюда, везде пробежался. Вроде туда нам идти. Ну, фотоловушка висит, потом посмотрим. Я карту памяти потом поменяю. Надеюсь, кто-нибудь пробежал за 10 дней. Прямо на тропе свежие копанки. Очень свежие. Ну, Муравьев беспокоит. да, муравьи или, может, корневище какой-то нашел. Яйца ихние. Да. Ну, значит, по нашей тропе пробегался. Побегал, Надеюсь, одеваться. да. Надеюсь, я мимо фотоловушки пробежался. Да, надеюсь, не один раз. У меня там 32 гика, то бишь, может, это и не все не записаться. Мама мия. Ну ладно, посмотрим. Да и наша тропа какую-то магистральную в шоссе практически превратилась. Утоптана в дрободан. Это что, мы так что ли утоптали? Что-то так я, блин, интересный вопрос. Желтые листья с березы. На березе желтые есть. И под березой навалом. Так, это что такое? Решила, что уже зима скоро? Снизу навалом, как к осенью этих листьев. Даже не могу сразу сказать, заболевание или что это такое. Или старение. Подготовка к зиме. Вопрос интересный. Ну что, Валерий Батькович, рабочий день, может, с обеда начнем, да? Всегда готов. Блин, сиденье сырое. Ну что, Валерий Батькович, я предлагаю не капитальный обед, а так, червяка заморить. Там банку, картошку, хлеб, конфеты. Заморим. Да, так, слегка. Так. Это я намекаю, что испытание надо продолжить. Это неужто на банке реально лучше попадает. В прошлый раз откровенно намного лучше попало. Ну, с этой целью я сеть Тихоокеанскую, как и в прошлый раз, взял. Доброфлота. Натуральное написано, с добавлением масла. О, слушай, а у тебя не рыбная, эстонский паштет? Да. Что-то на рыбне не тянет. Хоть и хожу рыбачить. Ну, особый контроль за качеством. Наверное, с малых лет, с 4 лет там таскались рыбачить, ершей до пескарей таскать. И до 75 лет поднадоели все эти рыбы наши. Ага. Ну, я чисто из-за того, что в прошлый раз уж больно хорошо карась туда полез. Надо проверить, это реально или просто чистая случайность. Так, эстонский паштет, Россия. Московская область, город
Лыткарина. По-русски написано. Это Эти фашисты удавились бы на русском писать. Хотя за бабло и родин, и соль ради торговли, да. торговли. За бабло, блин, продадут и свой фашизм. Они же то коммунисты, то суперкоммунисты, то, блин, эти нацисты. Говно, очень килецкое говно. Так, ну что, мясо-то постараюсь есть, а жидкость постараюсь оставить. Хотя частично съестся. Крошки им оставить. Им надо, чтобы запах разошелся, скорее всего. Масло, а тут масло-то кот наплакал. Вон там отдельные крупинки какие-то, кольца плавают. Ну, экономисты. Ну что же карась-то среагировал? На эти 2 капли? Нюх получше, да? Валерий, трагедия века. Когда я с дома уходил, Лариса Батькина все взял, ничего не забыл. Я говорю, если и забыл, то вспомню там на месте, в лесу. Вспомнил. Я никаких приманок не взял, даже сухарей не забыл, чтобы туда в гымгу засунуть. Чем привлекать-то? У меня, собственно говоря, только банка с какой-то жидкостью и отдельными каплями масла. Опять с хлебом, что ли, последним делиться? Да и мало хлеба, блин. Как думаешь, Марс привлечет? На опыте попробовать. В одну гымгу, это самое, банку, в другую Марс?